А вы посмотрите, какой у меня шикардосный сегодня лук. Хуха. У меня даже сумочка есть дамская, представляете? Вот. И платьишко, и даже сапожки офигительно. Я приехала на телецентр, чтобы отсняться в какой-то там передаче. А еще я сегодня встречаюсь прямо сейчас с человеком, с которым у нас был конфликт 6 месяцев. Все меня спрашивали, что же случилось, куда этот человек пропал, почему вы все переругались. Сейчас вы узнаете. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то в прямом эфире. А нет, это не прямой эфир. Я уже возомнила себя какой-то репортершей, нямбашей. Как только микрофон появился, я сразу возомнила себя репортершей. И вот, Достар, наконец-то появилась Аделина. Сегодня вы узнаете, из-за чего мы конфликтовали, почему Аделины не было у меня в сторисах. Давай, Аделина, начинай. А что, прям сейчас мы не успеем? Сейчас, если так... Давай будем идти. Давайте Давай ты начинай говорить, а я за тобой как будто бегу, потом я скажу. А что говорить? Да. У нас тяжелый характер. Подожди, а где сумка твоя? Вот она. Ладно, пошли. Быстрее не иди, давай сначала скажи, из-за чего. Так. Давай, медленно будем идти и говорить. Давай. Случилось столкновение конфликтов. Ой, столкновение характеров. Извиняюсь, у меня аллергия на утренние подъемы. Вот. Это она характер свой начала показывать. Нет, это вы свой характер. Нет, не ври, смотри-ка что. Смотри-ка что, врушка, блин. Это ты свой характер показывала. Это вы тоже свой характер конечно, потому что я обиделась на тебя, нифига себе. Ты, значит, когда меня о чем-то просишь, я тебе сразу же все делаю, все выполняю. А тут я, пару раз попросила, и мне ничего не хотели выполнить. Почему не Мою хотели? просьбу не хотели удовлетворить. Вот видите, а у меня, значит, всегда возможности есть, а у нее, значит, возможностей нету. Представляете, вы, старая? Это же нечестно вообще-то. Я считаю так. Вот я о чем вам. Вот. В смысле, о чем вам? Вот и все. У меня аллергия на ранние подъемы. Кстати, друзья, я же приехала на телевидение. Меня позвали. Россия-24. Я даже не спросила, что за передача, что там будет. Вот Аделина спросила, я вообще не знаю. И попросила Аделину поснимать со стороны, чтобы вы увидели, что там вообще будет. Что, давай я померю твою сумку? А что ты себе ничего... Или вот так смотри лучше. Попробуйте и так, и так. Ну так прикольно. Ну это такой осенний образ. Там обязательно быть с чем-то... Нет, там я в шубу буду, я в платье буду. Вот так. Просто я хотела шикарно зайти. Она хотела выпендриться просто. Вот и все. Вот именно. У тебя же шуба дорогая. Мне кажется, она мне не идет. Она большая вам теперь. Что-то как-то это, да? А помнишь, в прошлом году я когда мерила, Я боялась, что она сутула. что я порву ее, ты боялась, помнишь, да? Потому что она вот так даже не застегивалась, прикиньте, в прошлом году вот так. А в этом году вот так. Но она теплая, смотри. Но она очень теплая, да. Нифига себе. Вы на этот сезон возьмите, она же это же тренд этой зимой тоже трендом будет. Да, возьмите себе. Главное свой размер просто взять. Ты столько пропустила, я Део Матис купила. Я видела. И я на ней по городу езжу. Только с папой вдвоем. Без папы я не езжу. Вы тоже много чего пропустили. У меня вообще челлендж из 30 седанов. Кстати, я твой челлендж смотрела втихаря. Чё и как? Наблюдала. Интересно, очень Вот, интересно. спасибо. А что, людям понравилось? В целом, да. Прикиньте, казанская свиданка залетела. У меня теперь пишут казанские ребята, типа, к нам больше не приезжай. Почему? А что случилось? Ну, я же там обосрала его, но это по фактам, потому что... Ну, он фигню вытворил, он напился и начал ко мне приставать. И что, и ты вот это выложила, и это казанским не понравилось? Ну, они такие, типа, блин, если будешь в Казани, скажи мне, я буду знать, когда точно не выходить, типа, на свидание. Вот говнюки, а! Значит, мы должны терпеть нажравшихся пьяных мужиков, что ли? Я еще видела, как на тебя клопы напали. О, да. В Казани, вообще... кстати, Это было вообще... Кто не в курсе, кто не видел сториса Аделины, знаете, Аделина сняла в Казани квартиру. В квартире оказались еще параллельные соседи, да, квартиранты. Клопы! Они не скидывались за жилье и жили вместе со мной, еще и питались за мой счет. Прикиньте, и сосали кровь Аделины. И когда она пожаловалась хозяевам, они сказали, типа, что это Аделина привезла клопов из Башкортостана. Они назвали меня потребительской экстремисткой. Что, правда, что ли? Ага. Офигевшая морда. Вот такие вот новости, Достар. У нее клопы и казанские нажравшиеся мужики, а у меня Део Матис. Вот из новостей как-то так.
как вот и все, Татар, посмотрите, мы прибыли на телецентр. Здесь будет проходить передача. Кстати, как называется передача, я знать не знаю. Утро, Блин, наверное, как тут какое-нибудь. заходить? Надо, наверное, позвонить. Бляха-муха. Как холодно. Вы так зачем оделись так? Этот. Что-то они не открывают. А вот. Бляха-муха. Оп. Надо типа красиво идти. Давай. Капец, холодно, Аделина, все, у меня куть тулды вообще. Эстетика ее догоняла, но она была быстрее. Вот знаешь, поэтому вот так и нельзя красиво одеваться. Кстати, красиво всегда холодно. Да. Я Я что-то вот смотрю и понять не могу. Какие-то изменения. Короче, тут у Гузель Галимовой очень какие-то кардинальные изменения во внешности. Я вот даже в открытую, понимаешь, в одну рассказываю. секунду, короче, я посмотрела, такая думаю, Не она узнала не ты она. меня? Я думаю, да, нет, я узнала и как будто не узнала. Думаю, блин, она не она. Думаю, что-то такое непонятное говорю. Я сделала просто блефаропластику. Блефаропластика? Джаване. Джаване? Совсем этот взгляд изменился, да. Ну, моложусь. Да, Мне же уже 35. Оказывается, сделала блефаропластику. Ну, очень даже красиво, очень Красиво? классно, да. А что, сколько прошло после операции? Так 2 быстро? месяца, 2,5 месяца. Ага, уже. 2,5. Но еще будет восстанавливаться. Да, Я вначале, 3 конечно, была вот месяца такая где-то. вот. Ну да, я же сама делала блефаропластику, я знаю, что делала, такое, да. У меня вообще лицо было такое побитое, как алкоголик такой. Да. Но на свое место станет где-то Полгода мне сказали. 4 месяца. Все новости рассказывает у меня Альберт. Вот этот блогер вот это сделал, этот певец это сделал, ему заслуженные дали, этот на одной сцене с тем выступал, у этого трэш, этот разводится. Все информации меня А ты снабжает слышала, Альберт. что Галимову дали? Путин наградил. Вот у тебя же мама с Белорецкого района, да? А я? Это с Абзакова. А я? Абзакова раньше был Абзелиловский район. Получается, твоя мама с Абзелиловского района. Гузель Галимованың әсәһе Айдар Галимовтың қатыны вообще-то с Абзелиловского района. Реально Кімдер так не в было курсе. раньше Абзелиловский район? Что? Так было? В смысле, я сижу обманываю, думаешь, что ли? Когда это было? Когда-то было. Но это правда было, между прочим. Нет, что ты обманываешь? В смысле я обманываю? Вот, дорогие подписчики, вот давайте вот спросим у них, это правда или нет, что Пойдемте на Абзакова гриль. был Абзелиловский Когда я район? родилась, было уже Абзакова. Ну, может, когда ты Белорецкий родилась, может, так и было, но это был Абзелиловский Ну, район. наверное, я Ну, верю. ладно, вот, короче, не в этом дело. Вот я хочу спросить почему твоя мама разговаривает на татарском языке? Потому что вышла за татарина. Понимаешь, вот она идеальная жена какая. А, Сразу разговаривает на языке своего мужа. вот Девочки, Нет, она, кстати, ребята, за мной. тоже по-башкирски очень хорошо говорит, и мы, Пойдемте соответственно, на тоже гриль. разговариваем. Ага, все, ладно, спасибо. Вот это я в тот раз хотела спросить у Айдарага, но потом это постеснялся я у него спросить. Это свершилось, да, у нас, наконец-то? Здравствуй, Гузельчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ушак. Очень приятно. Ну что, вас как? Адель. Девушка красивая, молодая Адель. Да, это моя дочка. Да, я понял, очень приятно. Ну все, пейте кофе спокойно, снимайте верхнюю одежду. А у нас время есть, да? 5 минут. Да, давайте я Гузель припудрю быстренько, вы пока попейте, ладно? Ага. А это что такое, что за подарок? А, это мои подарки. Вам? Да, вам. Да ладно. Тямлегина башкирский гречичный бал. Хоть говорят и Керахат Берге Кильми, видите, у меня сразу две радости сегодня. И мед, и ты наконец-то пришла. Вот так вот. Все, пойдемте Идем, на ага. эфир. Пойдем Ага. пудрить носик дота. А у меня это, все нормально. Лук немножко и носик. Алла. Сколько получают гримеры? Как у вас профессия называется? Гримеры, Гример-стилист? Сколько получает гример-стилист на телевидении работающий? Примерная зарплата. Я не 50 знаю, тысяч? об этом можно говорить вообще. А почему нельзя говорить? Ну, я думаю, что очень мало. 50? 30. 30? Я так смотрю, у вас это не дешевая косметика здесь. Это как там пользуются телеведущие, да? Ну да, мы закупаем. Наша башкирская домохозяйка помолодела, похорошела. Сколько минус килограммов? 50. Да ладно, Да, 50? целого человека я скинула, понимаете? Вообще, да. Гузель Галимову я с плеч скинула. Ее очень многие узнают, она очень популярная на самом деле. И вот один раз, когда я пришла к ней на прием, я тогда ее не знала впервые, у дочки там шишка какая-то была, мы пришли на прием по рекомендации. Сижу я, значит, на приеме, такая тишина, мертвая, очередь живая. Тут, короче, резко распахивается дверь, появляется какая-то фурия, прям так ветерок даже подул, да. Женщина Энергия, фурия, жизнь, да, вот. ветер,
ураган вот такой вот появляется, да, и говорит: дорогие мои, сегодня я вас всех вылечу, всех вылечу, все будет хорошо, сейчас в порядке живой очереди. И зашла, и дверь захлопнулась. А я так испугалась, я сидела, монтировала, тишина мертвая была, да. Рассосалась. Да, вы понимаете, у меня сердце остановилось, я не поняла, что это было вообще. Потом я зашла и вот познакомилась с Гульнур Хамзиевной. Прекрасно. Она на самом деле врач от Бога, вот действительно. Как же ее любят ее пациенты. И у нее на первом месте стоит вот вылечить человека, да, вот его здоровье. Предупредить Да, заболевание, как мы да. только что сказали, и это Гульнур здорово. Хамзиевна больше ни о деньгах, ни о славе, ни о популярности не думает. Вот в первую очередь у нее здоровье, она горит своим делом, она любит, обожает свое дело. Как это изменение в фигуре отразилось на твоих фанатов? Потому что их очень много. Я абсолютно уверен, они продолжали наблюдать за каждым шагом твоего изменения. Что они писали, поддерживали или наоборот говорили, что мы привыкли видеть тебя такой в халате и в бигудях, а ты сейчас как будто бы с подиума. Спасибо большое. Но на самом деле, действительно, я даже не ожидала такой реакции от фанатов, от подписчиков. Пошел жесткий хейт. Вообще, насчет того, что я резко похудела, это, оказывается, людям не нравится, то, что изменения во внешности, они действительно привыкли видеть меня такой пышкой, которая каждый день печет пирожки, пироги, румяная, и ест эти пироги, пирожки, уплетает за обе щеки, и при этом хохочет и снимает интересные там видео, рилсы. Конечно, люди к этому привыкли очень сильно, и когда я резко похудела, я похудела на 45 килограмм за 5 месяцев, и это очень резко произошло, и люди как-то не были готовы к этому. Хорошо, но ты-то была готова, да? У тебя была цель похудеть? Нет, у меня цели не было на самом деле. Мне 45 лет, когда стукнуло, мне резко вечером в голову вот что-то ударило, я лежала, думала, и мне захотелось резких перемен. Я только из-за перемен пошла на эту операцию. Да, вот ты не скрываешь, это, мне кажется, так важно, да, что ты не скрываешь, каким образом ты похудела. Это не вот эти уколы, которые имеют последствия. Ты сделала операцию, уменьшила желудок, и вот сейчас минус 50 килограмм. Пока меня шоу поснимают, меня тут хотят куда-то завести в какую-то режиссерскую. Вот о чем мы сегодня будем говорить с нашими прекрасными и, самое главное, долгожданными гостями. Гузель Гаримова, моя коллега, журналист, блогер. Гузель, добрый вечер. У нас Московского театра оперы и балета. Это признание в любви поклонниц. Девушки специально приходят в оперу, чтобы посмотреть на тебя, и с удовольствием смотрят все твои истории и рилсы в социальных сетях. Добрый вечер, Айдар. Добрый вечер. Геннадий. Третья камера. Как вы приехали сегодня вместе с Геннадием на улице Минусовая? Давай одного четвертую, держи ее с питомцем. Четвертая камера. Держи. Да, ближе к сердцу. Давай, держи ее. Узнаем, почему. И звезда нашего эфира сегодня. Давай, мы все меняй на знаем, домохозяйку. да? Но хотя бы за то, что минус 50 килограммов скинула самая яркая, любимая башкирская домохозяйка. Мне захотелось резких перемен. Я только из-за перемен пошла на эту операцию. Да, вот ты не скрываешь, это, мне кажется, так важно, да, что ты не скрываешь, каким образом ты похудела. Это не вот эти уколы, которые имеют последствия. Ты сделала операцию, да, уменьшила желудок, и вот сейчас минус 50 килограмм. У меня лицо прямо обвисло, и кожа вся обвисла. И я постарела минус даже 10 лет. Плюс 10 лет. Во всех соцсетях, я веду 4 площадки, и во всех 4 площадках мне пишут люди, типа, выглядит как семисветняя старушка. В купальнике вот это вообще, конечно, трэш был. Как только я появлялась в купальнике, все говорили, как? Вес какой у тебя был? 105 килограмм. 105 килограмм. В таком же купальнике появлялась другая башкирская девушка, там телеведущая у себя на море фотографии выставляли, да? Все писали, о, фигура отличная, купальник на тебе смотрится, ты шикарно выглядишь. Вот смотрите, двойные стандарты. Да. Двойные стандарты. Улетел Геннадий. Он сейчас обосрет меня, прикиньте, меня даже попугай любит, видели? Если он сейчас насрет на меня до утра, это значит, я буду капец богатая.
Нет, смотри, он тебя только выбрал. Вот именно. Между прочим, я вот животных не более жалую, да, а они меня, наоборот, любят. Все кошки и собаки всегда ко мне лезут. Попугайчика ты бы не завела, Даже да? ко мне лезут. Дань, поснимай, пожалуйста. Ну все. Все, теперь садимся, я буду следующий, набирать заходите, миллионы пожалуйста. просмотров своим Геннадием. Галимьян! Мы его, короче, переименуем, друзья. Он теперь не Геннадий будет, а Галимьян. Я его заберу себе домой. Видите, не только я, оказывается, снимаю свои эфиры с опозданием. Даже Рустам Габасов снимает свои эфиры рано утром и потом показывает это вечером. И говорит, что это утро. А вы говорите, что я вас обманываю. Вот, главные обманщики на телевидении сидят. Вы про меня? Ладно, все хорошо. Все, сейчас я приду еще. Все у меня спрашивали про Гульнур Хамзиевну. Дайте координаты того врача. Постоянно говорят, того врача. Вот этот врач. Ну, там, Гульнур Хамзиевна Нигманова. Ссылочку оставила. Блин, ссылочку оставила, сейчас, наверное, нельзя говорить, да? Гульнур Хамзиева. Хамзиевна. Вот так вот, доктор. Врач от Бога. Я еще к вам приду. Обязательно. Я люблю. Мы тогда договоримся, когда телевидение, карахин давите. И у вас вот контролирующий орган все равно есть. Режиссеры, там еще кто-то там, я не знаю, кто у вас тут работает на телевидении, да. Они все равно за вашим базаром следят, фильтруют, да, что можно говорить, что нельзя. А вот у нас же нету контролирующего органа. Мы тоже как вот телевидение что-то вещаем, да, блогеры, считай. И я вот иногда боюсь, что я могу перейти черту, потому что у меня нету контролирующего органа. И становится страшно. Контент — это же азартная вещь. Да, то есть всегда азарт. вы не только даете тот дофамин, да, народу, но и вы получаете. И чтобы это все контролировать, надо обязательно второй человек, который будет смотреть не на камеру, а за камерой, что вообще происходит. Вот ты правильно говоришь. Вот мне сейчас нужен такой человек. Я охотник за контентом. Ты сам меня знаешь прекрасно хорошо, да? Чуть что-нибудь случается, какой-то кипиш, хоть какой-то там конфликт, я сразу включаю камеру. Да, всегда я включаю камеру, начинаю все подряд снимать. И дошло до того, что я один раз даже заметила за собой такую вещь, что была очень такая страшная ситуация, да, а я включила камеру и начала снимать. И потом до меня дошло, блин, я же вместо того, чтобы помочь, я включила камеру, стояла, снимала и еще комментировала. И тогда мне стало страшно. Я такая думаю, блин, я же перешла черту. И эту черту очень легко перейти. У меня есть продюсер и сценарист сейчас, потому что в моем У челлендже... тебя есть продюсер и сценарист? Потому что в моем челлендже присутствует такая штука, как конфиденциальность людей. Я же их втихаря снимаю. И как раз-таки про азарт. У меня бывает, что я могу быть на свиданке, и, допустим, когда я монтирую, я могу где-то голос не забрюлить или какой-то факт выдать про человека, а это уже уголовно наказуемо. Или административно. В общем, это наказуемо. И в эти моменты как раз-таки этот человек, он меня тормозит. Я весь материал направляю ему, он пересматривает. У нас также с юристом была консультация. У маленьких молодых блогеров есть продюсеры, контролирующий орган, да, сценаристы, есть видеооператоры, и кто монтаж делает, у меня, бляха-муха, никого. Мы видели несколько звезд российских, да, которые перешли ту черту, и как они сейчас очень сильно страдают. Ну, опять-таки, у нас на телевидении, на радио, я бы не сказал бы прям до такой степени цензуры есть, да, о чем-то нельзя говорить, но при этом нам руководство дает хорошую свободу, то есть о чем говорить, но при этом ты сам понимаешь, что надо говорить, что не надо говорить. Фатих, все что угодно делай, главное, политических ошибок не делай. Вот и все. То есть, и вот это всегда у меня в голове. Слово в данный момент очень сильное оружие, и это оружие надо правильно использовать. Иначе, соответственно, сам же можешь пострадать из-за своего слова. Ты прав, ты прав. Вот, друзья, поэтому аудыңды үлсеп, ас деп электен әйткәндәр, дөрес әйткәндәр. Тем более без блогерларга, артистларга, публичный личностьларга ауыздарын нык үлсеп асыр керек. Хәзер была счастливая троица. Не переключайтесь. Сейчас будет рекламная пауза. Давайте организуем передачу. Мне понравилось, да? У нас же еще погода в Арарахандале. Да. Итак, дорогие друзья, начинаем готовить блинчики с мясом. Фарш у нас готов. Блины, вот, которые я взяла, готовые из Мираторга. Но, что хочу сказать, они какие-то дубовые. Вот, они разморозились, да. И они вообще, капец, вот, ломаются даже. Когда вот так делаете, видите, вот, сломался. Видали, эластичницы никакой нету. Это говорит о чем? Это говорит о том, что
черт его знает о чем. Ну, короче, полная фигня, я так думаю. Ничего, придется делать, потому что все уже готово. Я не знаю, конечно, получится ли с этими блинами завернуть, потому что, опять-таки, я говорю, что они... Охренеть, это что за блины? Ёпарасоте, друзья. Он весь сломался. Весь. Я хотела завернуть, и вот он весь раскрошился. Короче, я попробую их сейчас согреть в микроволновке в этой тарелке. Может быть, они размягчатся и будут нормальные. Посмотрим. Дубль 2. Еще раз попробуем сделать блинчики с фаршем. Итак, вот немножко... Фиг тебе. Фиг тебе. Фиг тебе. Где эластичность? Где эластичность? Вот. Видали, он уже сломался. Офигеть. Как я должна заворачивать сюда фарш? Какого черта такие блины делаете? Продаются за 150 с чем-то рублей. 8 штук. Ну, раз ты продаешь за 150 с чем-то рублей 8 штук, это получается один блин почти там сколько? 20 рублей, что ли, выходит? Я не знаю, сколько он выходит, один блин. Я не могу быстро посчитать, потому что я с математикой не дружу. Где эластичность? Как туда заворачивать? Фарш или творог, или я не знаю, что-нибудь. Это что такое вообще? Вот, смотрите. Вот. Видите, он сразу ломается. Это что? Его просто так, что ли, есть? Я не поняла. Сейчас на вкус вообще попробую. Это вообще капец, доктор. Это капец. Вот я и сделала блинчики с фаршем, называется. Даже не покупайте. А, нет, ну, покупайте, вкусные так-то. Не, правда, вкусные. А этот что? Завернул, бляха-муха, кейт нахер. Вот так, что ли, есть. Блинчики фаршем не получаются. А? Блинчик более-менее там, где они ломаются, прикинь. В смысле тунган намекке? Я его разморозила, погрела. Ну, это бір туңған, соған шылап жүр. Төре баштахан висына. Ну, бір туңған олаш теске недер енді. Недер енді? Ну, туңған айверна керен етсең де бәрібір свойство теряет бит енді. Ну, а ты откуда знаешь? Ты что, повар? Да, ну, мне даже туңған шашлык пешеревит, а так не такой уже. Мне шашлык машит не теп. Вот именно, друзья. Вот Вот, прикиньте, друзья, в чем дело. Вот так вот. Тундырга нельзя. Вот в чем дело. Все, теперь он ломается. Короче, имейте в виду, если вы покупаете такие блинчики, вы туда не сможете завернуть что-то. Блинчики я обратно убрала в холодильник. Какие-нибудь гости придут, я согрею их и напою чаем. Не, они нормальные блинчики. Просто они, видите, фарш в них не завернешь. И я решила быстренько с этим фаршем приготовить рожки с фаршем. Макароны по-флотски сделать. И еще вот винегрет, короче, я готовлю. Сначала накрошила вот свеклу и перемешала с этим чешминским нерафинированным маслом. Потому что, знаете что, вот так, когда перемешиваешь отдельно свеклу маслом, да, она потом не так выходит вот эта краснота на овощи. А то обычно же свекла дает краску и красит все овощи. Потом винегрет становится таким страшным красным месивом. И выглядит неэстетично. И кушать неохота потом. Поэтому вот так надо смешивать. Мне на самом деле очень нравится готовить. Было бы у меня много времени, я бы, наверное, целый день могла готовить. Мне даже, знаете, я получаю наслаждение от готовки. Поэтому, если когда-нибудь интернет накроется медным тазом, то у меня есть работа. Повар. Я могу спокойно работать поваром. И я очень быстро готовлю. Вот, допустим, я сейчас режу, да, овощи на салат, да. Вот овощи я вчера с вечера отварила. И вот у меня, видите, смотрите, уже я отварила рожки. Вот этот вот фарш я уже греть поставила, да. И смотрите, что еще хочу показать. Я уже сделала с утра пораньше вот тесто, пирожки будут. Когда увидела, что блинчиками ничего не выйдет, я быстренько приготовила тесто. И уже, смотрите, я быстренько потушила вот капусту. Видали? И буду делать пирожки с капустой. Вот так вот. Я вообще моментально все делаю. У меня скорость бешеная, говорю же. Когда я работала в столовой, ни один повар за мной не мог угнаться. Представляете? До такой степени у меня была скорость большая, что все офигевали просто-напросто. Но не умею я медленно работать.
Хоть что я делаю очень быстро. И параллельно несколько дел веду. Ну, иногда, конечно, блин, кухня начинает бесить. Эта готовка тоже начинает бесить, честно говоря. Но в основном мне нравится готовить. О боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. Ну, еще раз не стегнем. Если бір күн түшірмәһең, ол контент булмай. Кешеләрдә менә караган, кешене карамагыз белмәйһең. Кешенең контенты юк. Шуның аркасында кеше үсмәй. Үсмәгән аркасында рекламаһы юк. Рекламаһы булмаган аркасында аксаһы юк. Все взаимосвязано. Итак, вот. Я, короче, чуть-чуть съела 4 ложки своих рожки с фаршем. Этот, как там его, макароны по-флотски, которые сделала из фарша, который был приготовлен для блинчиков с фаршем. И которых я не сделала из-за того, что блинчики были неэластичные и ломались. Ну вот, я, короче, к чему это я веду? Я поела, мне плохо, очень плохо стало. Мне прям жуткий хрен знает, что творится. Хреново, мне ужасно. После операции на желудок, да, некоторые продукты желудок не принимает вообще, отказывается принимать. Вот я рожки уже 7 месяцев не ела и очень хотела поесть рожки. Суп-лапшу я вот хочу, тоже не могу. Которые вот тесто, которое сваренное в воде, мне не идет. Манты, пельмени вот не могу. Внутри только ем. Сегодня что-то они такие вкусно выглядели. Я поела. Поела, и мне очень плохо. Азалия, дай я место в одну штучку, пожалуйста. Вот, хочу сказать, для тех людей, которые собираются вот такую вот операцию делать, имейте в виду, некоторые продукты ваш организм перестанет принимать. Сейчас у меня такая боль началась, да, ну, не сильная боль, ну, прям вообще ужасно. И вот я в таких случаях пью омес, очень хорошо помогает, кстати. Зато принимать, знаете, какое тесто? Пирожки, хлеб. И вырвать не могу. Прикиньте, девчонки вот, они суют пальцы и рвут, когда какая-то еда не идет, блюют, короче, а я не могу. Одно, да, а я не могу, мне не идет обратно, вообще абсолютно. Так плохо, блин, я ведь знала, что рожки, блин, так со мной поступят. А пирожки бы так со мной не поступили, понимаете, они мои верные друзья. Пирожки никогда бы со мной так не поступили, а вот рожки так поступили. О, сейчас я буду делать пирожки своих верных друзей. Как раз капуста остыла. Ты будешь помогать мне делать пирожки, Азалюшка? Спасибо большое. И рис, когда ем, тоже так же, представляете, друзья? А если следующее? Это моя любимая песня! Меня уже бесит. Алло, это хит был вообще-то. У тебя все хитами было, и все это твои любимые песни, блин. Ты так про каждую песню говоришь. Это песни моей молодости вообще. И ты тоже так же про все песни говоришь. Ну, блин. Я вот в будущем своим детям буду включать инстасамку и тоже говорить, это песни моей молодости. И Моргенштерн. В смысле, ну у тебя не молодежная аудитория. Те же в основном смотрят вот люди примерно твоего возраста. Ты чуть не сказала бабушке, да? Нет. Да. Только твой Дима Билан, как владеешь телом, детка движет телу, люби меня. Вот когда генераль Асянин приедет, попробует мой пирожок и скажет: о, когда ты, учитель, превзошел ученика. Ученик... Ученик превзошел учителя, скажет. Я иногда, я думаю, чем ты руководствуешься, когда говоришь? Мне иногда кажется, что ты сначала говоришь, потом думаешь. А мне папа так и говорил. Мой папа так всегда говорил про меня. Как? Что Левша сначала говорит, а потом думает. Я вообще люблю сплетничать. И все это знают, кстати. Да? Все это знают. Ну, все мои хорошие знакомые друзья знают, что я сплетничаю. Да, я тоже. А я сразу говорю. Я даже в блоге говорю, я люблю сплетничать. Я тоже всем говорю, я люблю сплетничать. Я не люблю распускать, я люблю обсуждать сплетни. И говорю, что такого тут? Да. Все женщины это дело любят, между прочим. Просто не многие сознаются в этом. Не только женщины, мужчины О, вот как
сплетничают, это вообще А ты ужас. бы знала, больше всех, да, и хуже всех сплетничают на самом-то деле мужики. Я думаю, что любовь... Нет, я думаю, что вот страсть, влюбленность, она заканчивается. Любовь, конечно, тоже, но для меня любовь это не прям чувство, это как выбор, который ты делаешь каждый день, который ты делаешь в пользу партнера, это огромный труд, вот это все. А вот эти чувства, вот эта вся искра, она проходит. И на этих вот семью не построишь, что семья долго не держится на таких чувствах. Потом вот и получается, чувства прошли, брак остался, дети без отца и мамы. Иногда лучше, когда люди разводятся. Ну, иногда, да, лучше, ну а так вообще надо строить отношения, надо партнера по жизни просто не выходить. Потім мои пирожочки видали, достар, то с ума, это моторно, это большие товар. Это просто шедевральный шедевр искусства, друзья мои пирожочки. Недрожжевое тесто, на кефирчике, на городской сметанке, на подсолнечном масле. Вот не надо мне здесь показывать свой характер и брызгаться. Кто-то продырявился тут, походу, да. Ай-яй-яй, какая вкусняшка будет. Ох, Азальям. Пирожочки просто бомбические. Ты в жизни такие не пробовала. Өләсей! Мына һине һымак пирожки пешердем. Һинеке һымак пирожки пешердем. Ашап кара әле. Рәхмәт инде балакай. Ашап кара әле. Һинекенә охшаган микән? Әйт әле. Давай, дегустируй. Җиләкме? Юк, кәбитә. Җиләкме? Охшаган һәйбәт. Һинекенә охшаганмы? Һинең камырың һымак эштәне. Нисектер лифчик турында әйтмән әле. Нимә лифчик киеп алган дип. Каким-то образом өндәшмәне. Өләсәй әйтә, мына һине 3 айдан көттем ти. Так что һин мине давай 3 ай көтте. 3 ай тимә уже дальше көтте. Дальше мине көтте. Калаңмы, мин һине көтәм. Ой, я. Ништәп? Кайтайым, мен шөтектен баш көрдәп отырам ана шу торгандала. Мына колакта хөрәндәй. Рама. Һин нишәп колагыңа аппарат кимәң? Кайтыр гына кирәк, кайтыр кирәк. Нимештәп, кайтып нимештәң? Тавыктарыңды һагындың. Китеп барһам. Һей хавалага балакай. Һин нишәп аппаратыңды кимәң, колагыңа аппаратыңды? Колаккамы? Әйе, мына ошо ишетә тора. Кимәем шул. Нимештәп? Бош. Һинең бит әллә мендәй даже иностранный бар. Барыбер ишетмәем. Барып ишетмәйм. Шулай мына хөрдәй. Ярай, һей хавалага мен картайдым. Балың бармы? Балың бармы? Әйе, балың бар да инде бит. Йеген әп киген, үсетеп. Ярай, пока ашаһын. А то не киген кешеләр банкаларына һалып кайталайды. Всякий район геодер. Всякий район геодер ди. Кире банкаларына тиеп. Өләсәйдең балы деймәк, аласа бер. Мана я. Арзан бабушка гиле сейз утыралар. Мен кемдә о калай мотор сейз утыра дип. Батыр разале. Мөҗәт те хәдер вәҗ сейз мет уйда. Өләсәй кадашып карыйм. Мен тешимде куймаганы мана. Январда килһәң бергә килеп ят, яме? Нам не тренироваться будешь. Квартирала икәләшеп ятарбыз. Мен һинең тренировочный не булырмы, нимә әйтәләр әле? Макетмы, нимә әле? Ты просто в этот слава, каждый день. Еще буду уставы. Я уставы, как я люблю делать. Я уставы, я люблю делать. Я уставы, спасибо, дура. Спасибо за поддержку. Ярай, давай, сау булыгыз. Хәерле ел. Давай, мен һине көтәм январда массажга. Пока. Январда массаж итәйем. Икәдән квартирала калабыз. Өләсәй, пока. Ярай балакайым, һау гына булыгы. Имен һау кайтып теген. Хәерле ел. Почему мен массаж сорайм районда? Потому что самый лучший массажист, между прочим, Әбиәл районында. Ага, километровый очередь за год вперед ябылып коялар массажга. Шуга касандан бери мен тоже сорайм массаж белән. Эштемәйдә оя кайын дикәһенә. Пока. Всем привет, друзья. Я вышел из бани, кое-как отдышался.
У меня очень много запросов было насчет пива. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 сортов пива. Шпатен. Оригинал написано. Бәтәс ачкинды бысрақ тұрсың ағытам. Трусами я вытираюсь. Настоящее пиво, не пивной напиток. Очень же много пивных напитков. Фига алкоголь. 5,2, они офигевшие, блин. Город Иваново тут написано. Ну, пахнет? Ничем не пахнет. Альберт пробует пиво Шпатен. Кстати, ничем не отдает. Обычный средний лагерь, чуть-чуть привкус карамели. Нормальное пиво. Он стоит 109 рублей вроде. Козел. Тоже вот так открывается. Кстати, я его раньше пил, но его испортили. Сразу вам скажу. Республика Башкортостан. Ну, этот, ФС. Его ФС, кстати, да, я знал, что он под брендом ФС. Нюхай. Чуть-чуть пивом пахнет. Пробуем. Какой-то есть вкус металл. Есть же окисление металла. Вот этот вкус, он здесь есть. Он 0,45. У нас же этот сейчас любители, чтобы типа цены не растут. Цены растут про Стеллу. Она стоила раньше, допустим, 100 рублей 500 миллилитров, да? Потом 0,45, 450, там, ну, цену повесили до 107. А сейчас 0,44, прикиньте, убавлять и убавляют. А люди же все равно берут и пьют. Вон, смотрите, вот даже по бутылке она поменьше. Он должен быть 4 градуса вроде. Да, 4. Это бельгийское пиво Стелла Артуа. У него нифига алкоголь 5 оборотов. Я думал, у него сюда там меньше, потому что с него нифига он голову нормально не дает. Московская область выпускает его. Альберт сторисы снимает для своего блога. Как чего выпускает его? Хочет быть этим, как там, Он экспертом по его. пиву. Прикиньте. Ну, мало заводов, кстати, выпускает. Он говорит, что в своем блоге будет вести сторисы только про спиртное. Бельгийское пиво, 5 оборотов, выпускает всего 2-3 завода в России. Он, кстати, вот так не открывается, поэтому кто хочет его пить, таскайте с собой открывашку. Без открывашки вы его не откроете. Вот так, кстати. Он 0,44 всего. Блин, он пахнет даже. Вот он пахнет пивом. Сразу же. Вот эти два ни хрена не пахнут. Попробуем. Блин, ну вот это пиво. Офигеть. Я про него слышал, про Стелла Артуа. Даже его же во всех мирах выпускает. Его в Европе, во всех там, этих, там, Германии выпускает, там, Франции, в Англии, где бы ни хотели. Говорят, самый вкусный все равно вот эта Стелла в России. Я согласен. Конечно, там не пил их. Там не было. Оно вкусное, вообще вкусное. Ну, своих денег она стоит. Хоть дорогое, но она своих денег. Это вообще... А сколько стоит, ты не сказал? 113 рублей. Нифига себе, бутылка пива, что ли? Да. Офигеть, да? Офигеть, ты не можешь, блин. Сразу говорю, друзья, это офигенное пиво. Вообще. Закрываем мы его. Пускай он меня подождет. Друзья, вот это новинка. Пиво с Китая вроде, насколько я знаю. Ючанг. Говорили, что он выпускается в самом Китае. Вот там по-китайски все написано. Бутылка 0,66. Как в Китае, в Таиланде. У них этот... Есть же 0,33. Допустим, вот это все немецкое пиво, американское. Да? А это 0,6. 2 раза больше. Но говорят, что его сейчас выпускают в России. А раньше, говорят, доставляли прямо из Китая. Сейчас посмотрим мы его. Где он выпускается. Прикиньте. 3,8. Офигеть. Тут его надо пить и пить, чтобы чуть-чуть тебе голову дало. Изготовитель, закрытое акционерное общество, московское пиво. Фу, я так и знал, что обманут. Больше где всего пьют пиво в мире? Вы знаете? Не в Германии, не в России, не в Америке. Больше всего пиво пьют в Китае. И это доказано. Вы посмотрите в любом YouTube-канале, посмотрите в интернете, можете прочитать. Самый вот этот как пиво Ичан, кстати, это самое вроде массовое пиво вообще во всем мире. Он первое место вроде занимает. Сейчас мы его попробуем. Он тоже так не открывается, он открывается так. Пахнет водой. Ничего не пахнет. Сладковатое. Есть здесь вкус корицы. О, корица, есть вкус корицы. Но это, сразу скажу, это потому что восточное пиво. Китайское, допустим, тайландское пиво, там, чанг.
у них своеобразный вкус, они по-другому чуть-чуть. Поэтому я, ну как, он сладковатый, он не для нас. Но второй раз бы я его не купил. Следующее пиво, друзья, называется Эризман премиум из Казахстана. Наши соседи. Частная пивоварня. 4 градуса. Нормально, среднее пиво. Так. По объему посмотрим. 450. Тоже 450. Не только у нас в России, оказывается, и в Казахстане. Все уже вот такие объемы. Чуть-чуть пахнет нормально. Блин, прикольное пиво. Ну-ка. Ну, прикольное, но газированное слишком, блин. Нет, интересное. Ну, нормально, нормально. Штенингер. 4,8 оборота. 500 миллилитров. Он в Германии выпускается. Немецкое пиво, кстати. И стоит он не так дорого, блин, для такого пива. Он стоит 107 рублей, что ли. Блин, он вообще классный. Хотя я баночное пиво не люблю, потому что не надо отдает этим металлом от баночного пива. Но здесь нет хрена. Вообще нормальный. Ой, кайфанул. О, Себе блин, друзья. по душе пиво нашел, Альберт. Классное пиво. Классное пиво. Вот, друзья, теперь мы сделаем итог на первое место. Последнее место. Первое место все равно у меня будет вот это пиво. Стелла Артуа Штенингерс. Вот это на втором, железном втором месте. Шпаттен все равно на третьем месте. На четвертом железный Эризман. Потом Ищанг. И вот это на последнем месте. Это мое субъективное мнение. Пускай люди пробуют сами. Козел был очень классным пивом. Считался даже хорошим лагерем. Но его 2 года назад вообще сильно испортили. Очень сильно. Вот. Я не знаю почему. Но